Вітаю вас, друзья. Витаю, всех приветствую. Друзья, сегодня 10 марта 2025 года. С вами снова я, ваш Аслан Арцуев. Время 16 часов по Берлину, 18 по городу Джохару. И я вас всех сердечно приветствую, друзья. Сердечно, самое главное. Всем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, пожалуйста, берегите себя, лайки, комментарии, все это как бы может для вас быть небезопасно. Будьте начеку. Все остальные присоединяйтесь. Сегодняшний свой стрим я назвал «Шок». Трамп меняет Украину на Иран. Гениальный ход или крах США? Ну, немножко это такой заголовок специально, чтобы привлечь внимание, особенно русистов. Потому что только во время стрима наш канал виден на территории фашистской России. И вот поэтому я вот такие провокационные названия придумал. Алейкум Осман Машвоваль. Эркин, шалом, шалом. Дорогой, всех, друзья, приветствую. Давайте об этом и многом другом поговорим, друзья. Но перед тем, как начать наш стрим, я, конечно, как обычно, вам расскажу о потерях русских террористов, русских боевиков на территории Украины. За прошедшие сутки, кто бы там ни говорил, что там что-то где-то заканчивается, что где-то что-то уже все подходит к концу. За прошедшие сутки уничтожено и ранено 1190 российских бандитов, вооруженных боевиков, которые вторглись на украинскую землю. 18 танков уничтожено, 40 боевых бронированных машин уничтожено, 65 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 1 антиаэркрафт система. 241 БПЛА сбиты, 138 автомобильной техники и цистерны уничтожены. Слава Украине, слава ЗСУ, друзья. Валейк салам, гламур, машвовель, гламур бошу, борс. Машвовель шавигадео. Так, сделан. У меня сегодня будет много для вас полезной информации, которая вас будет немножко удивлять. Я тут общался с искусственным интеллектом. Искусственный интеллект, знаете, он выдает как энциклопедия или как Википедия информация, которая у него загружена, которая есть. И что бы ты ему не доказывал, что бы ты ни делал, он все равно выдает свою. Да, по логике он там что-то там пытается выдать, но все равно возвращается к той базе, которая у него уже заложена. Это как бы очень несправедливо. Ну, я ругаюсь с ним, тупая железяка, я называю его там. Ты чё, тупая железяка, ты мне зачем выдаешь российскую пропаганду? Ты работаешь на ФСБ, я говорю. Он начинает клясться, креститься, говорит, нет, вот тебе крест, нет, я не работаю на ФСБ, я выдаю только базу. А реально база говорит о том, полное противоречие. Вот, например, я с ним разговариваю и задаю вопрос, я говорю, вот мы там независимая Чеченская Республика Ичкерия, он говорит, Чеченская война там. Я говорю, почему ты называешь Чеченская война? Мы что, сами на себя напали? У нас гражданская война была. Ведь это же русские вторглись, это же российская агрессия была. Говорит, да, вы правы, буду называть русско-чеченская или российско-чеченская. Проходит время, на второй день он снова говорит чеченская. Ну, все заложено, то, что в программе. Хотя по логике он всегда выдает вроде бы логически верные заключения. То же самое, но мы там часть России, сепаратисты, говорит. Я говорю, какие же мы тебе сепаратисты? Советского Союза же уже не было, Российской Федерации еще не было, а мы уже были.
тогда получается и Украина тогда незаконная, тогда и Грузия незаконная, и все остальные незаконные. Да, ты прав, говорит, в таком случае, да. Ну, вот такие вот вещи, когда приходится все разжевывать, объяснять. Ну, русские давно работают. Кстати говоря, ChatGPT создавал один еврей российского происхождения. Сейчас я его фамилию не помню, но это можно легко узнать. Это один из основателей. И, наверное, русские вложились туда, наверное, как-то, потому что русские же эти большие, мощные проекты контролируют, смотрят. Это большая беда. Большая беда, то, что сильные спецслужбы, сильные государства имеют возможность оболгать целые народы. И вот эта техника, которую, например, если мы сейчас не будем предпринимать какие-то шаги, то получится в итоге, что мы станем частью вот этой всей лжи, которую они нам навязывают, и потом будут доказывать, что так и было. Нет, так не было. Например, смотрите, я говорю, почему Запад предал Чечению? Потому что деньги, нефть, газ и отношения с Москвой были важнее судьбы чеченского народа, говорит мне ChatGPT. Нет, это не ChatGPT уже говорит, это говорит X. X это говорит, который Грок называется. Но это мы с ним долго спорили, это просто под конец он согласился со мной, потому что я это так говорил. Чеченцы кричали о геноциде, массовых убийствах, бомбежках республики, фильтрационных лагерях, этнических чистках, но их никто не слышал, потому что это было удобно Западу. Обратите внимание. Конкретные западные политики не только промолчали, это уже он сам говорит, добавляет от себя, но и фактически помогли России узаконить эту агрессию. Например, США. Билл Клинтон, президент США 1993 года по 2000 год, во время Первой российско-чеченской войны с 1994 по 1996 год и начала Второй в 1999 году не предпринял никаких мер против России, несмотря на военные преступления, включая бомбардировки гражданских объектов. Клинтон сосредоточился на поддержке Бориса Ельцина ради демократизации, в кавычках тут написано, России, игнорируя геноцид в Чечне. Мадлен Олбрайт, госсекретарь США, 1997 год, 2001 год, формально критиковала Россию, но не предложила санкций или реального давления. Джордж Буш-младший, президент США, 2001 год, 2009 года. После терактов 11 сентября 2001 года объявил войну против терроризма и фактически оправдал уничтожение Чечни, назвав действия России борьбой с терроризмом. Джордж Буш. Тогда мы не удивляемся, почему Джордж Буш, который фактически объявил геноцид чеченского народа законным действием, фактически крестил Россию. Я, кстати, вернусь к тому, что как Запад помогал уничтожать кавказцев, к теме, что это не сегодняшнее только начало, на всякий случай. Это нужно знать, друзья. Назвав действия, и ничего удивительного, что Джордж Буш с Владимиром Шамановым, который женщин, детей, всех подряд сжигал, уничтожал, со звездой героя фашистской Русни там стоит. Чтобы вы понимали, мы, чеченцы, должны... За мной висит флаг Америки. Америка великая страна. Я большим уважением отношусь к Соединенным Штатам Америки. Но я также должен, выйдя говорить правду, должен сказать правду, чтобы молодежь чеченская знала, кто является соучастниками этого геноцида. Молчаливыми, дельными, действенными, неважно, соучастниками. Вот это говорит ChatGPT, это говорит Грок из X, искусственный интеллект. Далее по Соединенным Штатам Америки. Кондолиза Райс, советник по нацбезопасности, 2001-2005 год. Затем госсекретарь 2005-2009 года. Поддерживала улучшение отношений с Россией, что означало молчаливое согласие на репрессии и геноцид в Чечении. Европейский Союз, Романо Проди, председатель Европейской комиссии 1999 год, 2004 год, не предпринял шагов для защиты Чечении, несмотря на массовые нарушения прав человека. Хавьер Солана,
Верховный председатель ЕС по внешней политике 1999 год, 2009 год. Выражал в кавычках озабоченность, но поддерживал курс на невмешательство ради сохранения отношений с Кремлем. Германия. Герхард Шрёдер, канцлер Германии 1998-2005 года, был ключевым союзником Владимира Путина, называл его в кавычках чистым демократом и не пытался остановить войну в Чечении. Позже он стал председателем Совета директоров Роснефти и работал на «Газпром». Понимаете, продал чеченскую кровь и заработал себе должность в «Газпроме». Понимаете, и в Роснефти. Другой немец, Йошка Фишер, министр иностранных дел Германии 1998-2005 года. Несмотря на правозащитную риторику, то есть циничную ложь, не предпринял решительных действий против России. Франция. Помните информацию, что Жак Ширак, большой защитник, он там все для чеченцев делает, он сказал, дайте чеченцам убежище и так далее. Вот Франция. Жак Ширак, президент Франции, 1995-2007 год, поддерживал Путина, игнорировал войну в Чечне и позже получил российские награды. Жители, чеченцы, проживающие во Франции, запомните, Жак Ширак это не тот, кто нас приютил и где гуляет, видимо, французские спецслужбы закидывают какую-нибудь пропаганду, что Жак Ширак очень любил чеченцев и помогал. Не помогал. Жак Ширак помогал Путину уничтожать чеченцев. Это говорит искусственный интеллект. Юбер Ведрин, министр иностранных дел Франции, 1997 год, 2002 год, называл войну в Чечне внутренним делом России. И теперь нас завтра, вот нас, проживающих здесь граждан Франции, Германии, других стран, нас попросят пойти воевать против русских. Вы запомните эти слова. Скажут, ну надо воевать. Мы бежали от русских сюда, они нам скажут, идите воюйте против русских. Вот они будут таким образом останавливать Россию. Великобритания. Тони Блэр, премьер-министр Великобритании, 1997 год, 2007 год. В 2000 году стал первым западным лидером, пригласившим Путина в Европу, несмотря на военные преступления в Чечении. Джек Стро, министр иностранных дел Великобритании, 2001-2006 года, участвовал в перезагрузке отношений с Россией, оправдывая действия Путина. Другие страны и структуры. Сильвио Берлускони, премьер-министр Италии, был близким другом Путина и помогал России избегать давления Запада. Кофи Аннан, генеральный секретарь ООН, 1997-2006 год, выражал озабоченность в кавычках, но он не предпринял никаких мер для защиты чеченцев. Совет Европы, членом которого Россия оставалась во время войны, не ввел санкции против России за геноцид в Чечне. Эти политики предпочли торговать с Россией и закрывать глаза на геноцид чеченского народа ради экономических выгод и геополитических интересов. После 11 сентября 2001 года Запад использовал Россию как проводника в борьбе с международным терроризмом на Ближнем Востоке и в Афганистане, что окончательно легитимизировало уничтожение Ичкерии. И именно тогда авторитет США и Запада начал падать. Потому что мир увидел их лицемерие. Сдача Чеченской республики Ичкерия показала, что права человека важны для Запада только тогда, когда это не мешает его интересам. Именно поэтому позже появился лозунг Дональда Трампа «Сделать Америку снова великой». Потому что после предательства Ичкерии величие Америки пошатнулось. Искусственный интеллект. Теперь мы, вероятно, видим повторение истории. Вот такая вот вам информация для размышления, уважаемые мои друзья. Информация для размышления. Я вам еще интересные факты приведу, друзья. Вам все понравится. Сегодняшний стрим будет разгромным, да, разгромным для всех и вся.
разгромнейшим. Так, да, давайте сейчас мы вернемся к вашим комментариям сперва. Так, салам всем свободным людям. Салам, брат Аслан. Я знаю, тебе сейчас нелегко, но ты делаешь правильно, правдивую работу. Салам, мой дорогой. Приветствую тебя, брат. Так, где синий флаг, говорит босс? Это имеется в виду флаг Израиля. И на самом деле я очень переживал, что я убрал этот флаг. На самом деле. У меня вот это спорный момент, мне нужно, чтобы я не показаться кому-то навязывающимся, да, или подлизой, так сказать. С другой стороны, он мне нужен там, понимаете? Он мне нужен и морально, и психологически. Я считаю так правильным, что он там должен висеть. Поэтому, конечно же, мы это исправим. Очень хорошо, что ты мне напомнил. Я сейчас займусь этим делом, да. Это была ошибка, что я убрал его. И знаете, это очень красивый флаг, я вам скажу. Мне очень нравится. Исправлено. Все нормально. Можем идти дальше. Поехали дальше. Да, возвращаемся к нашей теме. Так, устроили там бардак. Говорю, так, Берлускони поддерживал Путин. Да. Чтобы вам всем не нравится, так, что за флаг такие? Ичкевич, интересники, так, где сами Ичкевич за геноцид русских? Так, все, бред. Тебя сейчас многие чеченцы не понимают, что ты делаешь, говорит. Нет, в основном многие чеченцы меня понимают. Многие чеченцы понимают, что я делаю. И я каждый раз объясняю, между прочим, что я делаю для тех, кто не понимает, чтобы меня поняли. Но, знаешь, меня не понимают какие-то непонятные товарищи, которые ничего не делают. Во-первых, они не делают для своего народа, для своей страны в данном случае. Это, видите ли, небезопасно. У них дома родственники, и они не могут ничего делать, понимаете? Поэтому они ничего не предпринимают. Поэтому им проще меня осуждать, мне указывать, что мне делать и так далее. Мне ничего указывать не нужно. Я сам решаю, что мне нужно делать, что мне вешать, что мне не вешать. В основном это пророссийские или протурецкие товарищи, ну, есть, которые пребывают в этой пропаганде. Поэтому, ну вот, извините, короче говоря, ничем не могу помочь. Короче говоря, пойдемте дальше. Так, ты за Украину или Россию? Конечно же, я за Украину. Так, интересно, считаешь ли ты, что Израиль геноцидит палестинцев? Нет, конечно, я так не считаю. Я считаю, что это внутреннее дело Израиля, и Израиль должен заниматься своими внутренними вопросами. Конечно же, он не геноцидит, есть там нарушения, есть военные преступления, которые совершаются отдельными представителями израильской армии, но это нельзя назвать, это на любой войне бывает. К большому сожалению, вообще сама война это большое преступление. И к большому сожалению такое происходит. Мне очень жаль, что так происходит. Я искренне сочувствую людям, которые попадают вот под эти военные преступления и так далее. Но такова ситуация. Израиль должен себя обезопасить. И мы, чеченцы, точно так же, как евреи, должны были себя обезопасить. И не надо ни в коем случае никогда сравнивать, это очень большое заблуждение, причем это российская пропаганда, сравнивать палестинцев и чеченцев. Ни в коем случае. Палестинцы это русские.
А мы, чеченцы, это можно, Ичкерию можно сравнить с Израилем. Понимаете? Это и палестинцы, арабы Палестины, все они палестинцы, евреи тоже палестинцы. Так, чтобы не путаться, это арабы Палестины. Так вот, арабы Палестины, как русские, отказывали Израилю в существовании. Как русские отказывают чеченцам в существовании. Все логично, все правильно, да? Просто разница между русскими и арабами Палестины в том, что у арабов Палестины нет ядерного оружия, и они проигрывают. У русских есть ядерное оружие, и они не проиграли пока. Вот и вся разница. А так мы, как и израильтяне, боремся за право существования на этой земле. Вот и мы больше подходим то, что... И у нас разница между нами, между Израилем и Ичкерией в том, что у Израиля были мощные союзники, которые есть и помогают. У нас их не было. Вот и все. А вот мы вот пытаемся найти этих мощных союзников, ну пока, увы, их нету. Поэтому пока приходится самому все делать, самим, то есть. Будем дальше продолжать, да, этим заниматься. Пойдемте дальше. Хамас и Кремль террористические организации. Абсолютно верно. Это два родных брата. Не евреи и арабы, семиты, братья. Это, может, кузены какие-то, истории в прошлое. А русские и арабы, два брата навек. Ух, братья, братья. Вот разные заходят, там мне что-то пишут, там, а я их не видел никогда, понимаете? Нету защитников чеченцев, я не вижу. Нету их, понимаете? Есть какие-то люди, которые здесь создают себе какие-то программы и там пытаются дискредитировать чеченцев. Вот их есть. А защитников чеченцев я не вижу. Сидят с умным видом, я там это, я там то. Где вы все это, где вы все то? Я вас не вижу. Понимаете? Просто вас нету почему-то. А чеченский народ истекает кровью. У чеченского народа большие проблемы. А вас нету. Понимаете? Но зато вы есть, когда надо меня критиковать за что-то. Когда это выгодно русским. Почему ваши друзья являются друзьями русских? Арабы Палестины, друзья русских, и вы за арабов Палестины. Я так не могу. Тем более за убийц, за мошенников и преступников. Тут один еврей написал, видео я видел недавно, блогер там один есть. Он берет спичку, зажигает спичку и говорит, знаете, это всего лишь спичка, вот она может загореться и все, потухнуть. А ею можно еще этой спичкой весь лес сжечь. Целый лес, представьте, тысячи, миллионы гектаров леса можно одной спичкой сжечь. Понимаете? Вот это сделала Хамас. Поэтому проехали, да. Поэтому, большому сожалению, ничем я помочь не могу. Ну, поехали дальше. Мы говорили не о Хамас, а говорили об Ичкерии. Вот куда делся вот это, куда выложил? Так. Ну, вот почему я не могу найти? Сейчас я найду, друзья. Хорошо. Это уже все было. Кстати, вот смотрите, я вам сейчас показывал, вот, кто был соучастником геноцида, да? Реал-политик, там, и Джордж Буш, Билл Клинтон, вот это все люди, которые являлись соучастниками фактически. Тони Блэр, Джек Стро там, и так далее, Мадлен Олбрайт, Кондолиза Райс, Ангела Меркель, Николя Саркози, тоже туда же такие товарищи. Главная причина, по которой это произошло, стремление сохранить хорошие отношения с Россией.
Западные лидеры считали, что сильная Россия важна для мировой стабильности. Понимаете? Важно было сохранить. Ну и что геноцид совершили? Ничего страшного. Подумаешь, одного народа на земле не будет. Всего лишь один народ перестанет существовать. Все нормально. Бывает. С кем не бывает? Со всеми бывает. Со всеми бывает. Второй фактор. Экономика. А я бы его на первое место поставил бы. Россия крупный поставщик нефти и газа. И западные политики не хотели портить отношения из-за маленькой войны на Кавказе. Из-за одного всего лишь геноцида целого народа. Ну зачем портить отношения? Почему? Ничего страшного. Третий фактор. Война против терроризма. После 11 сентября 2001 года Путин успешно использовал риторику борьбы с террором, чтобы оправдать убийства и репрессии в Чечении. Западные страны решили закрыть глаза на чеченский вопрос ради сотрудничества с Россией. Ну а что здесь такого? Ничего страшного. Но нужно было победить террористов. Нужно было в Афганистане победить каких-то людей в тапочках, которые никакой угрозы не представляли для Соединенных Штатов Америки. Там 20 лет надо было копошиться, ковыряться, и за эти 20 лет ничего не добиться. Или, может быть, добиться. Ну, я не знаю, чего добились, но говорят о каких-то триллионах потраченных долларов на это, и все. И все. Вот и все. Не знаю, почему так случилось. Почему так случилось? Вроде все хорошо было. Взяли, и нужно было вот ради этого куда-то влезть. Угу. Сейчас я вам еще расскажу одну интересную тему. Тоже, чтобы было для истории. История чеченского народа. Борьба за свободу и уникальность общества. История чеченцев – это многовековая сага о сопротивлении внешнему давлению и сохранении самобытности. На протяжении 3 столетий этот народ противостоял империям. Ну, в частности, в последние 303 года мы противостоим фашистской России. На протяжении 3 столетий народ противостоял так. Их борьба наша, то есть борьба, началась с первого значимого столкновения армии Петра I в 1722 году. И продолжается до сих пор, отражая глубокие ценности свободы, равенства и коллективной ответственности. 18 июня 1722 года Петр I начал Каспийский поход, ну или Персидский поход, целью которого было укрепление позиций Московского царства, трансформировавшегося в Российскую империю. А Московское царство при Петре I в 1721 году переформатировалось в Российскую империю. Для того, чтобы она стала Российской империей, Запад вложил туда большие колоссальные деньги. Как известно, у самого Петра I корни были датские, немецкие, французские и так далее. Флот, который собирал, он в Астрахани, когда он взял Астрахань, они там создавали свой флот, усиливали флот, и уже на своих кораблях они пошли по Каспийскому морю в сторону Кавказа. И доплыли до острова Чечен. И вот там произошло первое боестолкновение. С тех пор нас начали именовать чеченами. То есть вот запомнили нас. Там на голову были они разбиты. Это произошло 22 июня 1722 года. 18 июня 1722 года. Потерпели поражение. Именно тогда название чеченцы закрепилось за народом, оказавшим решительное сопротивление. Поход был частью глобальной стратегии, поддерживаемой западноевропейскими державами, Голландией, Англией, Францией и Данией. Армия и флот Петра I состояли из наемников и офицеров из Западной Европы, немцев, голландцев, шведов, финнов. Это офицеры были в основном. А мясом, пехотой это были подчиненные народы, это оккупированные народы, которые они заняли. Вот, кстати говоря, вот это Голландия, Франция. Почему говорили на французском языке русская аристократия? Дело в том, что русского языка еще не существовало.
Поэтому они говорили на французском языке. На языке той державы, которая на тот момент была самой мощной. Французская тогда империя была самой мощной, самой сильной. И влияние французского языка, французской культуры, она сказывалась везде. И вот эти народы, которые были оккупированы, такие народы, как Чудь, Мордва, Коми и другие там народы перечисляются, этнические группы, которые были рабами крепостными, которых брали от каждого двора на 25 лет забирали в армию. С 15, по-моему, там 16 лет человек, каждый двор должен был на служение оккупантам. Ну, тогда было вот, датчане, французы, англичане управляли вот этим. Образовывали новую империю, отголоски окраины. Это бывшая вот эта монгольская, татарская, вот это все потом перестало существовать и попало под влияние европейцев. И европейцы, расширяя свои возможности, пошли на персов и османов. Тогда была Османская империя и Персидская империя. Ну, а мы были, это было особое общество. Вот сегодня, вот сейчас Евросоюз создали здесь, да, и здесь демократия, права человека и так далее. Так вот, тогда, когда эти империи, османская, персидская и западноевропейские, вот эти империи пытались завоевать Кавказ, мы жили тогда при демократии и при правах человека. Понимаете? Сейчас то, что говорят, это повторяют то, что тогда у нас уничтожалось и не понималось. Все люди бежали на Кавказ, потому что это была страна вольных людей. Русские, вот эти Чудь, Мордва, Коми, вот эти рабы русских не существовало, русского языка не существовало. Был староцерковный язык, старославянский язык, который использовался в церкви, который отдаленно лишь похож на русский язык. Потом уже был сформирован искусственно русский язык. Но тогда, когда они пошли к нам туда, на Кавказ, русского языка не существовало. Офицеры, все офицеры, которые представляли немцев, голландцев, шведов и финнов из армии Петра, никакой русской армии не существовало. Была армия Петра. Они, вот эти люди, говорили на французском языке. Все остальные, Чудь, Мордва, Коми и так далее, ну и как сейчас они тоже остались, они говорили на своих языках, и иногда у них координация даже была очень плохая, потому что языки друг друга могли не понимать. Это были оккупированные территории, в том числе монголами, татарами, и потом уже вот пришли западноевропейцы. И первое завоевание, первый на Кавказ пошел Петр I, потом за ним Екатерина, и тоже немка по происхождению. И вообще все руководство всегда было иностранным. То есть не Чудь, Медь, Петь и там Мордва и все остальные, Коми и все остальные. А иностранцы были. Не те, кто на болотах оккупированы, и из них кто-то стал. Вот может быть Путин, наверное, первый. Он на Мордвина похож или на Коми, не знаю, вот на кого-то из них. Вот первый, наверное, во главе стал Коми там. И так далее. Но и то он, мне кажется, больше марионетка, чем свободный человек. Да, абсолютно, вы меня не расслышали, вы меня услышали правильно. Это марионетка, управляемая системой КГБ СССР. Но это другая история. Спасибо, друзья, за подарки, кстати говоря. Однако подчинить Кавказ им тогда не удалось. Горный рельеф, социальная структура чеченцев, их неприятие внешнему господству сделали это невозможным. Чеченское общество кардинально отличалось от централизованных империй того времени. В отличие от Европы с ее монархиями и сословными делениями или Московского царства с крепостным правом, у чеченцев не было царей, князей или наследственной власти. Решения принимались коллективно и на собраниях свободных мужчин. Законы адаты были равны для всех, а каждый мужчина был воином, ответственным за защиту общества. Эта система, основанная на горизонтальном распределении власти и принципах справедливости, обеспечивала устойчивость и равноправие, делая чеченцев неподвластным традиционным методам имперского контроля.
Свобода для чеченцев не просто идеал, а основа существования, выраженная в понятии кодекса чести, онахл. Их сопротивление подпитывается коллективной памятью о войнах, депортациях, репрессиях, передаваемых из поколения в поколение. Ислам, укрепившийся, но это говорит искусственный интеллект, поэтому на меня сразу исламоведы, не набрасывайтесь сразу. Ислам, укрепившийся в 19 и 20 веках, стал дополнительным стимулом борьбы. Политика Петра I и его преемников, опиравшаяся на насилие, сожжение аулов, принудительный контроль, только усиливала стремление к независимости. В отличие от Великобритании, которая после поражения в американской революции признала независимость США, империя Петра и ее последователи выбрали путь подавления, что исключило возможность мирной интеграции. Чеченцы демонстрируют способность интегрироваться в общество, где их права уважают. В Европе на сегодняшний день, в Турции или Иордании они соблюдают местные законы. А в Иордании чеченцы считаются самыми законниками. Все генералы, все военные, все полицейские в Иордании это чеченцы. Ну, многие. Это считается самые законники. Это так, чтобы никто не говорил, что мы не подвластны никаким законам, что мы какие-то беспредельщики. Чеченцы самые законопослушные. Вот я вам клянусь, из всех, кого я знаю людей, самые законопослушные. Мы единственное не любим подчиняться насилию. Не подчиняемся. Насилие нам это неприемлемо вообще. И мы не любим соблюдать закон, если кто-то его не соблюдает, особенно если это те, кто обязаны соблюдать. Например, если это полиция, суды, депутаты. Если они берут взятки, нарушают закон, то нам кажется, мы немножко лохами, если мы соблюдаем. Может быть, я не полицейский и не депутат, но те, кто обязаны соблюдать, и нас принуждать к этому, если мы не соблюдаем, они не соблюдают, то почему я это должен делать? И вот я, как чеченец, когда ездил по Москве на машине, я не мог просто стоять, когда я видел, что какая-нибудь машина с мигалкой могла проехать. А я почему должен стоять и соблюдать правила дорожного движения? Но здесь, в Германии, я не могу нарушить правила, я не могу заставить себя даже нарушить это, потому что мне нравится соблюдать правила дорожного движения здесь. Потому что здесь соблюдают все. Все. Ну, может, ментовская машина с мигалкой полицейская, она может проехать. Все. А никакие здесь беспредельщики не лазят по дорогам. В империи, созданной Петром I и ее преемниках, чеченцы сталкивались с войнами и угнетением, что воспринималось как угроза их идентичности. Это к моменту тому, что нашу идентичность у нас забрать. Мы хранители нашей идентичности. Для нас это жизненно важно. Важно больше нашей жизни для нас это. И если кто-то там хочет, чтобы отказались от ислама, отказались от своих каких-то традиций, еще от чего-то, ну, они получат стопроцентный отпор. Мы не такие, мы не так представляем. Нам нужно время объяснить, это должно быть наше решение. Если мы какие-то решения принимаем, никто нам навязывать не может никакие решения. Но и при всем при этом мы уважаем законы, мы уважаем правила, где мы находимся в обществе, если это общество уважает эти правила. А если мы какие-то там дураки, которые должны соблюдать законы и правила, остальные их не соблюдают, ну извините, так тоже это не работает. Так, это подчеркивает ключевой принцип. Чеченцы не против закона как такового, а против его насильственного навязывания. Чеченское сопротивление имеет аналоги в мировой истории. Американцы боролись с британской короной, но позже стали ее союзниками на добровольной основе. Швейцарцы отстояли независимость от Габсбургов, сохранив демократические традиции. Шотландцы, несмотря на войну с Англией, вошли в состав Великобритании на условиях согласия. Чеченцам же такого выбора не предоставили. Их пытались удерживать силой, что предопределило продолжение борьбы. История чеченцев – это не только летопись сопротивления, но и свидетельство стойкости народа, для которого свобода является неотъемлемой частью идентичности.
Понимаете? Мы, чеченцы, отстаивая свою свободу, закрылись на этой, замкнулись сами в себе и нашу культуру сделали полностью, чеченскую культуру сделали, основываясь на свободе. Маш охель, маш оэль, приходи свободным, уходи свободным, живи свободным. Это бытовые, ежедневные слова чеченцев, которые чеченцы в своем обществе используют. Мы желаем, кто-то желает здравия, здравствуйте, желаю вам здоровья, там кто-то желает. Кто-то там по-другому выражается. Мы же желаем свободы человеку. Понимаете? Оно важнее. Это определяет характер народа. И если чеченец перестает думать о свободе и говорить о свободе, и подчиняться насилию, силе, несправедливости, то в этот момент чеченец перестает быть чеченцем. Понимаете? Это такая защитная реакция. Невозможно чеченцев заставить делать то, что они не сделают, не хотят сделать. Понимаете? Они должны это захотеть добровольно. Сами они должны это принять, это решение. Только в таком случае чеченец становится, остается чеченцем. В противном случае невозможно. Все, он не чеченец. Понимаете? Он не чеченец. Их общество, основанное на принципах равенства и самоуправления, противостояло имперской экспансии с 1722 года, начиная с неудачного похода Петра I. Его империя могла бы стать союзником чеченцев, выбрав путь уважения и переговоров, как это сделала Великобритания и США. Однако политика насилия и контроля лишь укрепила их решимость защищать свою независимость. Чеченцы доказали, что свобода — это не политический лозунг, а суть их существования, которую невозможно сломить силой. И я абсолютно рядовой чеченец, вам живой свидетель этому. Невозможно нас ни сломить, ни убить, ни покорить. Невозможно. Убить можно... Можно, много что можно. Покорить нельзя, вот что нельзя. Нельзя заставить нас думать, да, можно в тюрьму посадить, кандалы одеть, там, заставить бить плеткой, заставить работать можно, да. Но внутри покорить чеченскую душу это невозможно. Как только он покорился, он перестает быть чеченцем. То есть чеченец — это состояние души. Не просто этническая, национальная принадлежность. И все люди, которые бежали, эти Чуть, Пермь, Коми, все остальные, кто бежали к нам на Кавказ, спасаясь от своих баринов, хозяев, там, своих рабовладельцев, эти люди принимались нашим обществом. И они становились такими же вольными чеченцами, как мы. Наше общество, оно не такое там, легкое, приятное, но оно супер интересное и супер достойное, чтобы существовать на этой земле, чтобы еще одно разнообразие в этом мире, сохранив чеченский народ, чеченские традиции, чеченскую культуру, разнообразить этот прекрасный, огромнейший, разнообразнейший мир, дополнительно разнообразить вот этой маленькой каплей чеченского народа. Так что вот так вот, друзья. А теперь перейду к вашим комментариям. Так. Асан оказался Гришков, да. Да все еще подожди, ты же не думаешь, что уже все проиграли, что вы уже победили. Нет, подожди, не спеши, да, не спеши. Так, Иса Магомедов, да, я думаю, вы так беспокоитесь разных, вы вообще интересные вы, конечно, товарищи. Так, подождите, я сейчас немножко ограничу вот этих деятелей, потому что это все тролли, друзья. Все, что пишут, это не настоящие люди пишут. Это за деньги сидят, пишут. Ну и есть полезные идиоты, которые подхватывают,
Помните, как в фильме все побежали, и я побежал. Вот они тоже бегают, да. Вот смотрите, такие безбожники, наверное, про меня речь, воевали против религиозных чеченцев на стороне федералов, говорит. И тем самым вот этот российский агент себя выдал. Ни один уважающий себя чеченец никогда не назовет русских оккупантов федералами. Как только он назовет, или он безграмотный просто дурак, либо он является их агентом. Поэтому вот он сам себя и выдал, да, таким образом он хотел сказать, и сам себя выдал. Никаких федералов не существует. Существует фашистская русня и оккупанты, чтобы вы понимали, да. И если бы вы были бы настоящими, которые борются за права своего народа, за то, что 300 тысяч убили наших граждан, я бы вас на этой поляне увидел бы. Но вас нигде нет, потому что вы тролли, вы из себя ничего не представляете. Вы пророссийские за деньги, сидящие там, пишущие, или искусственный интеллект, нейросеть там пишет, или вы тролли, которые вам деньги платят. И вы в каждом отделе полиции есть в Чеченской Республике, временно оккупированной Ичкерии. Там есть, в каждом отделе вы сидите и выявляете там разных неблагонадежных, на ваш взгляд, неблагонадежных, да. Вот как-то так. Так, он вообще, когда... Так, ну давайте посмотрим, что у нас тут в ТикТок даем. Так, стоп, War, все, друзья, приветствую. Стоп, War, приветствую, приветствую. Спасибо за подарок, Стоп, War. Я тебя вижу, сразу ты подарок закидываешь. Спасибо. Так, Замир Безгеев. Вы мусульманин, говорит. Тогда ты против Путина должен быть, да? Валейксалам. Вот россиянин к нам зашел. Чеченская Лада Приора. Видите, 95-й регион. Вот сразу видно, представитель России к нам зашел. Потому что Лада Приора, ну, какой уважающий себя чеченец будет называть свой ник российская машина, когда есть Мерседесы, там, Тойоты и все остальные. Ну и, конечно же, 95-й регион, это клеймо оккупантов, с радостью они себе клеят, как эти, выжигают на баранах, да, клеймо. Так, Дима Ильясов, приветствую тебя, дорогой. Шалом алейхум. Алейк салам, Акай. Приветствую. Когда говорят федералы, имеется в виду ФСБ и остальной мусор, говорит Грумс Плутонов. Нет, конечно, так не говорится. Федералы имеется в виду федеральная власть, федералы, то есть вы признаете эту федеральную власть. Поэтому, Грумс, давай ты не будешь повторять вновь и вновь их пропаганду, если ты реально нормально. Просто вы тут время от времени появляетесь, меня все поддерживаете, там, и свою вот эту пропаганду мне тут впихиваете. Да? Дерез хойру алейк салам, яма, маранаш масера дойл қобал, да, қобал дойл қойваш. Да, принять дойл қош, ойгар.
Шахин Туранов. Вот смотрите, Шахин Туранов. Это тюрок. И вот он говорит, не позорь чеченский народ, евреи прокляты. Это он мне за флаг говорит. И почему-то вот тюркоязычные, они постоянно хотят нас сделать антисемитами. Вот я не могу понять, почему сама Турция не является антисемитской. Ну, вернее, она является, и раз вот это все нам постоянно заталкивают, вот эту пропаганду. Почему нас турки сами прямо открыто вот у себя там в Турции, где-то в Европе, где их много, не выходят и не поддерживают вот эти антисемитские нарративы? Почему вот Туранов, ты себе фамилию взял? Ясно, что ты тюрок, чеченец не возьмет себе такой. Шахин тоже это не чеченское ник, там имя. И вот вы начинаете нам постоянно навязывать, что мы должны быть антисемитами. Почему? Вот, понятно, русские, они там с арабами заодно. Ну вы турки, вы зачем туда лезете? Вам это зачем нужно? Что вам Израиль сделал? Что вам евреи сделали? Вы же защищали их, помогали им там, и сейчас у вас хорошие отношения. Вам нужно, чтобы мы, чеченцы, были антисемитами. В мире нас такими представили. Вам для этого нужно, я не могу понять. Что-то я не могу понять, да? И вообще, какое твое дело, Туранов, про чеченский народ говорит? Позор, не позор, чеченский народ. Вы кто такие за чеченский народ? Где вы и так далее? Весь набор русского мата, считайте, я произнес. Где вы все время вы были, когда нас уничтожали? Сейчас где вы все защитники чеченской чести и не позорящие чеченцев? Где вы? Я что-то вас не вижу. Я вижу вот отдельные единицы людей, которые чем-то занимаются. Все остальные куда-то делись. Супер чеченцы, супер смелые, супер отважные, супер крутые. Где вы все, чеченцы? Почему-то я вас не вижу. Куда вы все попрятались? Что теперь? Теперь будем ждать, пока само все рассосется, что ли? А эти пока нам будут указывать, да, кого позорить, кого не позорить, там разные Тураны, Мураны там и все остальные. Так что ли получается? Поэтому вы давайте с моего канала вон. Я помню, когда ты начинал эту работу, был маленький ручей, сейчас это уже большая река, и будет море, потом океан. Баркал тебе, пожалуйста, спасибо тебе, что все эти годы поддерживал меня и был рядом. Спасибо тебе, брат. Как относишься к Трампу? Я, как сказать, как отношусь я к Трампу? Что вы имеете в виду? Я к Трампу отношусь как к президенту Соединенных Штатов Америки. Спасибо, Седик. Спасибо. К Америке я отношусь как к величайшей стране всех времен и народов. Цивилизации, мировой цивилизации, англосаксонской, англоамериканской цивилизации отношусь. Понимаете? Вот как я к ней отношусь, к Америке. А Трамп, это сегодня он есть, завтра его нет. А как личность, я считаю, что этот человек Богом спасенный и назначенный на эту должность. И если он признает Чеченскую республику Ичкерия, то его памятник в центре Грозного города Джохара гарантированно будет стоять. Из чистого золота причем. Да? То, что сейчас как что-то происходит, я считаю, что идет большая игра. Я считаю, что Америка, я надеюсь, это гениальный ход, то, что сейчас придет, потому что Америка тоже, там люди ошибаться могут, они тоже могут где-то нести потери и так далее. Я считаю, что вот заигрывание сегодня с Россией, просто я всего не знаю, что там сзади у американцев, у Трампа спрятано. Но если они думают обхитрить там Россию, Путина, это у них не получится. Вот я честно вам признаюсь. Я не вижу, что они обманут ее. Я вижу, что русские понимают, что с ними какая-то игра идет. И возможно, в обмен на Иран, там, на какое-то давление Ирана, там, Америки, мы же всего не знаем, я всего не знаю. Но вот те вот заигрывания, которые идут с Русней, с Путиным, я считаю, они не делают Америку великой.
большому сожалению. Та декларация, которую заявляет Трамп, она не делает ее великой. Наоборот, все принципы, вся поддержка, которая у Америки была, есть, она теряется. Она теряется. И мне, как чеченцу, который много сделал, чтобы чеченцы поддерживали Америку, что легитимизировать Америку, красиво ее преподнести чеченцам, мне все тяжелее и тяжелее это делать. Сейчас становится. При Байдене и при Блинкене это было намного проще. Эти люди, по крайней мере, вещи называли своими именами. Хотя в этой политике тут не поймешь, кто прав, нет. Потом по результатам будем смотреть. Будем по результатам смотреть. Как-то так. Так. Сергей Гришков, смотрите. Израильтяне убивают правоверных мусульман. Вот Сергей Гришкову, Сереже, очень беспокоят мусульмане правоверные. Но почему-то, когда их Путин говорил, что он будет воевать с Аллахом и уничтожал чеченцев, мусульман правоверных, почему-то Сережки не было здесь рядом. Сережка помогал уничтожать чеченцев. А сейчас он беспокоится, что израильтяне там кого-то где-то убивают. Кстати говоря, сейчас там война не идет. Война закончилась. Закончилась абсолютной полной победой Израиля над террористами Хамас, которые, к большому сожалению, навлекли большую беду на свой народ. Большой народ. И русских это не устраивает. Русским надо сейчас синагоги взрывать, посольства израильские нападать, что угодно сделать, чтобы поднять мусульман. И именно поэтому этот флаг будет висеть здесь. Чтобы не поднялись мусульмане, чтобы не выставляли израильтян, евреев врагами. И я буду на этом настаивать. Именно поэтому. И Турция этого хочет, и русские этого хотят. Не знаю почему. Вот у них совпадает иногда. У них вот такая. Вот у них между собой иногда такие свои договоренности находятся. Поэтому, Сережка, ты за правоверных мусульман не думай. Ты думай за ленинцев и сатанистов, которые есть. Вот это ваша тема. А к нам не лезь. Что скажете о друзах? Фариза, Туркестане. Ничего не скажу. Друзы, я ничего особо не могу сказать. Что такое? Аслан, кто твой президент? Говорит, Дауд Аушев. Дауд, моего президента убили. Это был Докка Умаров. Это наш последний президент Чеченской Республики Ичкерия. После этого президента назначено не было. Хотя по правилам, конечно, у нас должен был быть вице-президент. Но вице-президента тоже убили до убийства Докки Умарова. А потом Докка Умаров еще сложил себя полномочия президента и объявил себя амиром Эмирата Кавказ. Это была большая ошибка, на мой взгляд. Это колоссальная ошибка была, которая сейчас нам много разногласий дает и запутала нас немножко. Это проект, мне кажется, был российских и турецких спецслужб. Докка пытался сопротивление оживить, больше наносить. Он воин был. Я не думаю, что он супер хорошо разбирался в политике, международной политике. И доверял, я думаю, Турции. Турция поступила с нами, ну, как обычно она поступала, к большому сожалению, всю свою историю. Еще со времен Османской империи и так далее. Поэтому как-то так, Леон, как-то так. Мой президент, сегодня у меня президента нету, у меня есть власть в лице президиума Чеченской Республики Ичкерия. Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Это Алла Дудаева, это моя власть, вдова Джохара Дудаева. Это Аят Эдигов и другие люди, которые входят в президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия. Это усеченная власть чеченского народа после геноцида, после тяжелейших испытаний. Эти люди сохранились, не предали, не бежали, не отстранились, ничего. Да, в подполье все в таком тяжелом положении, но все существует. Аяда Эдигова, вы каждый
неделю 2 раза можете видеть у меня на канале. У него есть свой канал, он постоянно есть в Facebook, ну и так далее. И то же самое касается Аллы Дудаевой, хотя Алла тоже уже не молодая, и она уже тоже, ну, у нее есть и страница в Facebook, и тоже ее всегда можно найти, и можно пообщаться. Ну, как-то так, друзья, как-то так. Вот моя власть. Президент сегодня есть, завтра нету. Так, пойдемте дальше. Джагар Дудай вечно в памяти горско-еврейского народа. Спасибо, Дим, спасибо большое. Спасибо. Аслан, красавчик, уважаю. Дима, я тебя тоже, спасибо. Друзы это наши ребятки. Да, друзы это сегодня это союзники Израиля. Ну и граждане Израиля. И это хорошо. Кстати, они мусульмане, но у них, как и у чеченцев, свои вот эти, немножко свои отклонения. Вчера ушел из жизни выдающийся ученый, историк, публицист, чеченец Хасан Бакаев. Пусть Аллах помилует. Амин, амин. Далге штольцун, далде голволю. Месяц Рамадан не стало Хасана Бакаева, да. К сожалению, да. Масана хуй вам баркал. Да, вот масана хуй. Вы мусульманин, говорит. Карина, а с какой целью вы интересуетесь? Кто я по вероисповеданию? Что вас интересует конкретно? Что бы вы хотели узнать, если бы? Что бы изменилось бы? Почему вы считаете, что Израиль прав, говорит Карина? Ну вот видите, вы любите переводить разговор на эту тему, а мне это не хочется сейчас обсуждать. Я много раз обсуждал, я буду сегодня говорить об Украине, я буду говорить об Ичкерии и так далее и тому подобное. О, меня одобрили, представьте, не прошло и полгода, как говорится. 3 недели. Через 3 недели мой комментарий одобрили. Он потерял всю актуальность уже. Так. Вы считаете, кто прав, Украина или Россия? Карина, конечно, прав тот, кто на своей земле защищает свою землю. А, как ты понимаешь, Россия вторглась на чужую территорию, на чужую землю. И, конечно же, Украина права, она защищает свою землю. Дауд Аушев. Смотри, вот этот деятель, о котором ты мне тут пишешь, он работает на Россию, а я на Россию работать не собираюсь, понимаешь? И поэтому я не могу быть с этим человеком. Как по-вашему, Россия не права? Здравствуйте. В каком смысле Россия не права? Что вы имеете? Не права в чем? Я смотрю, вы уже 5 дней подписаны здесь, и все равно тут нормально вот так. Давайте тогда сделаем вам 5 недель, а то я смотрю, тут заходят, мне объясняют, ты можешь убрать этот флаг израильский? Ты можешь? Почему ты не убираешь этот флаг израильский, мне пишут люди. Почему вы никогда не говорите, когда, например, там я про Россию говорю, про ФСБ говорю, про взрывы домов говорю в 99-м, про геноцид чеченского народа. Почему у вас никого нет? Объясните мне. Почему у вас нет? И как только нужно российскую пропаганду поддержать, вы тут как тут. Почему у вас нигде нет, ни одного комментария вы не напишите, нигде не поддержите, донат не пришлете. Нигде не скажете, Аслан, что нужно мне, WhatsApp позвонить, Аслан, мы готовы, выезжаем, стоим под твоими окнами.
что нужно, почему этого нету. А раз это сделай, это то сделай. Может, вы просто уйдете с моего канала. Может, вы не будете слушать меня, слушайте свою дальше пропаганду, которую вы дальше слушали. И все. Кадыровцы, коллаборационисты. Абсолютно, Хайм. Но только не только кадыровцы. Большая ошибка считать, что кадыровцы это вот одни вот представители, которые являются коллаборационистами. Внутри чеченского общества есть как кадыровцы, это один из кланов, который подчиняется Путину. Также есть кланы, которые подчиняются Патрушеву. Понимаете? Есть другие поменьше кланы, есть военные, там ГРУ, там свои действия идут. У ФСБ там другие свои агенты есть, которые там мелкие, которые там поменьше действуют. Понимаете? Это все пророссийские. Поэтому одних кадыровцев выделять неправильно. Это пропаганда России. Я не говорю, что вы это специально делаете, Хайм. Просто я хочу вам объяснить. Дело в том, что Россия пытается представить Кадырова единственным злом для чеченцев. Причем этого же Кадырова хотят представить пророссийские деятели, которые никогда, вот есть такая старая советская КГБшная и ГРУшная номенклатура, которые говорят, обвиняют кадыровцев в том, что они против вас воевали. То есть они русским говорят. Кадыровцы против вас оружием в руках выходили воевать. Там есть среди них амнистированные. Кадыров Ахмад нет, он был внедрен как агент изначально в сопротивление чеченское. Но на самом деле там есть люди, которые оказывали сопротивление или там были мысленно, идейно на этой стороне, потом перешли на сторону русских. Это есть, это имеется. И те кристально чистые клопы, я их так называю, кристально чистые клопы, это которые целиком и душой за Россию. Они обвиняют кадыровцев в том, что, русским они говорят, смотрите, вы сделали ставку на них, но вы сделали ставку на них, а мы-то вам служили верой и правдой, они говорят русским. Понимаете? И они, с одной стороны, не правы. Как это так? Почему сделали ставку на кадыровцев, когда эти кристально чистые клопы всегда были за русских? Но дело в том, что кристально чистые клопы, они, Дудаев их сравнивал с клопообразными, поэтому я их так называю, предателей, коллаборационистов, он сравнивал с клопообразными. Вот эти клопообразные, кристально чистые, которые душой и телом всегда были за Россию, они немножко грамотные, и немножко они думают о завтрашнем дне. И они, как паразиты, присосались к российскому вот этому обществу, телу имперскому. И благодаря ему долго себя чувствовали хорошо. Их дети хорошо учились, они где хорошие посты занимали, всегда они были при власти. Но они не были такими кровавыми убийцами. Они были подлыми, кровавыми и циничными, но открыто убивать они не хотели, потому что их задача не была уничтожиться, потому что чеченцы не прощают. Ни одному из них, они открыто кого-то, если убьют, они рано или поздно к ним в дверь постучатся и обязательно заберут то, что они взяли раньше у кого-то. Не заберут у его конкретно этого убийцы, заберут у его детей. То есть жизнь заберут, которую они забрали. Это и есть неотвратимость наказания в чеченском обществе, которая работает. Это веками это среди нас работает. Поэтому чеченцы неохотно убивают друг друга и вообще не нарушают законы. Потому что ты знаешь, как только ты выстрелил человека, что ты выстрелил самого себя. Или в своего сына. Что не лучше, как вы понимаете. И вот эта система, она работает. И вот эти клопообразные, кристально чистые советской номенклатуры клопы, они обвиняли кадыровцев. А кадыровцы это необразованные, тупые, которые кто-то за деньги, кто-то оказавшись под стечением обстоятельств, там, разных там этих моментов, которые вышли против России, но вынуждены были капитулировать и перейти на сторону России, уже сдаться. И они повязаны кровью. Они вчера были в рядах чеченцев, они предатели.
И они как бы много-много чеченцев сдали, убили, там непосредственно сами в этом принимали участие. И им отступать некуда. Такие люди, в отличие от кристально чистых клопов, России и Путину нужны. Потому что им отступать некуда, они по колено, по горло в крови собственного народа. Поэтому они им нужны. Плюс на Западе нужно было представить, что внутри чеченский конфликт был, и что это не Россия напала, а что чеченцы друг с другом что-то не поделили. И вот нужно теперь все внимание переключить на кадыровцев. Сказать, что вот самое абсолютное зло для чеченцев это кадыровцы. И это ложится на чеченскую душу, я вам честно скажу. Потому что больше, чем русских, неприятно, когда тебя предали. Когда тебя вероломно с тобой поступили. Ну, русский понятно, кто такой. Русский это имперец, это фашист, это оккупант. Всегда он был и таким он останется. А когда твой чеченец, который вчера был с тобой заодно, а потом перешел на сторону них, и потом еще жесточее, чем сами русские, убивает тебя, вот это очень неприятно. И используя вот этот психологический момент, русская империя, Российская империя, хочет чеченский народ натравить на кадыровцев, а самим отойти в сторону. И вот эта старая советская номенклатура, кристально чистые клопы, они тоже хотят все это натравить на них, на кадыровцев, с ними закончить этот вопрос раз и навсегда и прийти к власти. Понимаете, да, систему, какую они выстроили. А мы, чеченцы, мы понимаем, что русские делают против нас. И поэтому я это понимаю, я разъясняю чеченцам. Не давайте себя обмануть. Да, кадыровцы предатели, они там такие-сякие, все это имеется. Но они никто. Главный враг, вот эти кристальные клопы, кристальные, которые считают, что они не при делах. Это, кстати говоря, Руслан Кутаев, Ахмед Закаев. Вот это все деятели, которые среди нас находятся, но они из старой советской номенклатуры КГБшной. ГРУшные, КГБшные и так далее. Их много, таких деятелей. И они для нас большие даже враги, хотя кто-то больше, кто-то меньше, они уже предатели, они уже на той стороне. Не имеет особого значения. Но самый главный враг находится в Кремле и на Лубянке. Вот это чеченцы должны запомнить навсегда. А остальные эти имена, фамилии, Кутаевы, Кадыровы, Закаевы и все остальное не имеют ровным счетом никакого значения. Как только Российская империя перестанет существовать, чеченцы, кадыровцев, что этих кристальных клопов, что полукристальных клопов, их всех чеченское общество отторгнет из себя. Потому что на себе держать, нести мы их не будем. Сегодняшняя эта власть держится исключительно только лишь насилии, запугивании, репрессиях и спецмероприятиях. Вот на чем это все держится. Вот как-то так, друзья. Надеюсь, вы меня поняли. Они всегда так поступали и поступают. Да, Германику, совершенно верно, абсолютно так. Так, Асан, я вам написал. Очень хорошо, араб с пустыни. Очень хорошо, араб с пустыни. Куда ты мне написал? Ты сюда написал? Пиши еще раз, чтобы я увидел и не искал. Хорошо? Не совсем согласен. В прошлом видео ты, Аслан, говорил о спасении Украины Трампом. Но запретил он инфу дальнего обнаружения. И на второй день массовый прилет ПУЛА сделал свое дело в Украине. И чё? Борис Дракон, смотрите. Во-первых, мы должны понимать, что... Во-первых, я не одобряю, если это запрет был, и я полностью за то, чтобы у Украины была поддержка. Не просто какой-то информацией, Старлинком или еще чем-то. Полной, тотальной поддержкой Украины, вооруженными силами, атомным оружием и всем остальным. Поэтому на меня этот нарратив, что распространяется, вешать не старайтесь, он не приклеится. Потому что я с первых дней целиком и полностью
без каких-то оговорок поддерживаю Украину. Но не тех, кто работает на Россию, а вот тех, кто на самом деле против России. Вот то, что была вчера информация, что там прилетела ракета, там попали, там погибли люди и так далее. Ничего там особо выделяющихся в массовых жертвах мы в новостях не увидели. Обратите на это внимание. Также мы не увидели, что именно из-за того, что вот это остановилось, и вот поэтому вот это все прилетело. Так же, как прилетало все эти дни, все эти месяцы и годы, так и прилетает каждый день. Гибнут люди каждый день. Но вы исходите из того, что кто-то в Америке может быть против республиканцев. Демократы потерпели сокрушительное поражение, как мы знаем, против республиканцев. Поэтому они это могли использовать. Это могли сделать русские провокаторы, как угодно там. Но сейчас у них не так хорошо все получается, как раньше. Ну, тоже исключать нельзя. Но больше я склонен, может быть, это демократы там где-то там на Трампа там наезжают, его пытаются дискредитировать. Может быть, это какая-то игра. Я исхожу из того, что сегодня он запретил, и сразу же моментально сотни жертв, там это, вот это нельзя просто, во-первых, проверить это нельзя, и во-вторых, мы не видели, что вот прилетела ракета, и вот в этом месте 100 жертв. Покажите эти жертвы, покажите именно место, куда прилетел. Этого нет. Поэтому за все это хвататься, сразу же обвиняя в этом Трампа, Америку, я не согласен с этим. Я абсолютно проукраинский, абсолютно стопроцентно проукраинский. И абсолютно осуждаю любую непомощь или же остановку помощи или еще чего-то Украине. Ну а при этом я считаю, что внутри Украины есть абсолютно пророссийские силы, которые делают все возможное, чтобы эта помощь не оказывалась в достаточной мере, чтобы Украина не победила. Я в этом 100% убежден. На 99% я в этом убежден. Скажем так. Как-то так. Модератор Фричкери, вот этот Борс, который там тоже его забанен, это... Никогда не вижу этих Берзлой, да, этих волков я здесь не вижу, да. Вижу, что вот приходят, мне что-то указывают, да. Идите, мимо прошли все. Как-то так делаем. Так. Спасибо, Германикус, и я вас приветствую. Дякую за вашу працю. Слава Україні. Героям слава, героям слава. Валейк салам, Цароев. Так, Цароев, ты уходишь в бан, да, потому что у тебя не хватает ума понять, кто является. Знаете, есть такое выражение, вот он здесь пишет, да, абсолютно ложь на Коран пишет. Вот берет и пишет абсолютно. Ну, тролль, самый настоящий тролль, да. Самый настоящий тролль. У него русня его оккупировала, а он про евреев беспокоится. Смотрите, как им не нравится. Ну ничего, терпите, девочки, терпите, Дион, терпите. Слава Украине, героям слава, Ержан, героям слава. Героям слава. Терпи, казак, атаманом будешь. Смотрите, что говорит Линдси Грэм. Давайте послушаем, что говорит Линдси Грэм. Линдси Грэм. Если мы откажемся от Украины, это будет хуже, чем в Афганистане. Кстати говоря, ну ладно, давайте. Сенатор от республиканской партии Линдси Грэм, который 3 года ездил в Украину с дружеским визитом, а после публично выступал против президента Зеленского, снова стал угрожать России. Уже на этой неделе Грэм обещал новые экономические санкции. Адские.
Что касается России, я буду вводить санкции против их банковского сектора и энергетики на следующей неделе, чтобы побудить их прийти к столу переговоров. Если они не согласятся на прекращение огня и мирные переговоры с администрацией, мы должны ввести адские санкции против них, и я подам законопроект по этому поводу на следующей неделе, заявил Грэм. Грэм также был одним из тех, кто призывал Зеленского извиниться за встречу в овальном кабинете. Вот такая вот ситуация. И знаете, когда вот разбираешься на это все внимательно, если изучаешь, смотришь, то ты понимаешь, что тот проект, который сейчас готовится, и вот смотрите, русские готовились, что их общество уже разделено. Если еще немножко было бы продавить на это общество, ну, на мой взгляд, я, конечно, могу ошибаться в этом вопросе, было казалось, что русское общество, русские силовики, общество мы не будем говорить, потому что его фактически не существует. Есть силовики, которые управляют этим обществом. Они к маю, март, апрель, май, да, где-то так они говорили, будет волнение на России. Грубо говоря, через 2 месяца будут волнения. Уже должны были быть. Но как только начались, как Трамп начал заигрывать с Россией, там, на Зеленского наезжать, хотя, может быть, имея основания наезжать на Зеленского, потому что реально в Украине есть ГБшная агентура. От этого никуда не деться, ее не вычистили. Она есть, она на самом верху и так далее. Но при всем при этом, вот это заигрывание с Путиным, называя его каким договороспособным, просто слова хорошие, они русские даже не поверили вначале. Они шокированы были, понимаете? Они не ожидали, что главный враг США Трамп придет и начнет их так беспардонно хвалить. Они удивились немножко, очень даже немножко удивились. И теперь в итоге получается ситуация. Русские говорят, что теперь волнения у них будут где-то осенью, к сентябрю, там, к октябрю там будут волнения. То есть, говорит, сейчас Путину удалось выиграть время, так как Америка испугалась. Америка испугалась, типа они хотели испугать там нью-йоркскую домохозяйку, это так они говорили, что там несколько десятков тысяч бомбоубежищ в Америке, в Нью-Йорке. Америка их выкопала, потому что боится Россию, Советский Союз, их атомные бомбы. И нужно испугать нью-йоркскую домохозяйку, что вот они должны испугаться. И нужно нацелить ракеты на них. А если нацелить ракеты, то я думаю, американцы просто сразу же нанесут удар. Поэтому они пока сами особо не решаются, но начали уже говорить, что Америка испугалась. Уже прямо они говорят. Вот не домохозяйка испугалась американская, нью-йоркская, а испугалась власть американская. Трамп испугался. И вот благодаря тому, что удалось испугать Трампа, что, видите, постоянно Трамп говорит, вы что, хотите ядерную войну, вы что, хотите Третью мировую войну и так далее. Здесь без ядерной войны, без Третьей мировой войны, уважаемый Дональд Трамп, уже не обойдется. Либо Америка перестанет существовать как великая империя, великая цивилизация, либо русская империя, вот эта мини-фашистская цивилизация перестанет существовать. Здесь вопрос уже давным-давно так стоит. По-другому здесь не будет. Но вот то, что сейчас начали заигрывать с этим Путиным, мне кажется, во-первых, это не принесет каких-то плодов. Во-вторых, мне кажется, это контрпродуктивно. Наоборот, это усиливает Россию. Русские посчитали, что они великие, что их боятся, что Трамп испугался. И это будет трудно сейчас вернуть головы обществу. Хотя для этого нужно будет сокрушительный удар по России нанести. Тогда вернется уверенность в силе, мощи Соединенных Штатов. Но пока это не очень хорошо все это проглядывается. Не очень лицеприятно это все видится. Россия, Америка вместе, Европе конец, говорит Грозненский. Грозненский, это, наверное, ты об этом мечтаешь, но это исключено, да. Америка и Россия не могут быть вместе по определению.
И дело в том, что сейчас Америка может променяла, мне кажется, часть своих действий на Иран. И ситуация развивается в Иране. Будут в Иране развиваться. Вокруг Ирана они будут развиваться. И в Иране будут развиваться. Неожиданный коллаб, но мне нравится. А что значит Давия Вильдман? Что значит коллаб? Что значит неожиданный коллаб? Как-то так, друзья, как-то так. Так, я с вами еще буду до 6 часов, я с вами буду. Коллаборация. Сочетание, ну это понятно. В этом смысле, да. Неожиданно с кем? То, что, ну смотрите, мне кажется, Путин, Америка встречает Саудовской Аравией. Короче говоря, мне кажется, суннитский мир с американцами, с Израилем будет навешивать Ирану. Вот я вижу такую договоренность. Могу ошибаться, просто абсолютно так поверхностно тут все это наблюдается, но это не просто так они. И русским нужно не лезть в это. Не лезть. И поэтому, видимо, такие вот реверансы делаются в сторону Путина, Дональда Трампа. Вполне возможно, что так. Потому что Иран это главная проблема для Израиля и для Соединенных Штатов Америки. И ее нужно решать. Ее будут решать. Ее будут решать. Посмотрим. Абсолютно. Дивия Вельдман. Для чего израильский флаг говорит? Абсолютно вы правильно сказали, Диви. А то я им объясняю, что там против терроризма, я поддерживаю Израиль, чтобы его там не пытались там на него напасть. Абсолютно вы правильно сказали. Для гордости. Этот флаг висит для гордости. И я буду гордиться. Правильный ответ, да. А вы знаете, у Тимура Муцераева была такая песня «Грехи других». Типа, не считайте, вы так усердно ими занимаетесь, начните со своих, и до чужих вряд ли доберетесь. Ну, вот приблизительно. Помните эти слова из песни Тимура Муцераева? А вы знаете, что у Уильяма Шекспира были именно такие слова. «Грехи других судить, вы так усердно рветесь, начните со своих, и до чужих не доберетесь». Да, очень странно петь песни религиозного такого исламского содержания и использовать для этого слова Шекспира. Спасибо, друзья, спасибо. Спасибо, Дион, да. США так и будут добивать экономику России санкциями, продлевая, пока Россия сама не попросит мира. Они из-за санкций они не будут ничего делать. Вот у них 300 миллиардов там арестовали. Еще там у них все. Они будут на подножном корму, они будут щавель есть. Но ничего они против своей власти не сделают. Понимаете? Вот в чем вся загвоздка. А Путин нищий не будет. В Северной Корее Ким Чен Ын не голодает, даже по внешнему виду можно понять. Понимаете? Ничего с этого не будет. Санкции, да, это хорошо, они должны работать и так далее, но этого недостаточно. В Сирии сунниты режут алавитов. Да, Адаев, там не то чтобы режут алавитов, они между собой сражаются. Да, к большому сожалению, сейчас идет кровопролитие, но, по всей видимости, алавиты, которые просто по локоть, по горло в крови, сейчас какие-то меры там предпринимаются.
И вот этих фри-палестинцев я что-то тоже не вижу, чтобы там фри Палестин. Где вы? Вон, людей убивают. Выходите, давайте. Помогайте, там, спасайте. Или вы так выборочно у вас, да? Кто, кого Москва скажет? Только тех вы, да? Только тех. Я считаю, как хорошо, что у нас Германия выиграл партию ЦДУ, за которую я голосовал. Слава Богу, Аллах за это. Отлично, отлично, Германикус, отлично. Алавиты, походу, вместе с Хизбаллой работают. По всей видимости, там через Иран будет, и знаете, может сейчас начаться Ирано-сирийская война. Ирано-сирийская война может начаться. И это все встреча в Эр-Рияде. И это все договоренности, вот все в этом контексте. Иран, против Ирана все будет. И Турция будет против Ирана, потому что все страны НАТО. Израиль будет против Ирана. Вот, весь суннитский мир при поддержке Соединенных Штатов, невмешательстве России, при поддержке Израиля, мне кажется, будут. Хотя Израиль может вообще занять позицию, что он вообще не при делах, что меня это не касается. Там сунниты с шиитами воюют. А это старый-старый проект Запада, чтобы шииты и сунниты между собой рамсовали. Особенно религиозная война, это самое страшное, что может быть из всех войн. Когда дело касается религии, это бред собачий, который люди убивают во имя Бога с одной стороны, с другой стороны. Невероятно просто. И по всей видимости мы этот сценарий можем увидеть. Это может начинаться вот как раз сейчас, в это время. Адыги, черкесы, кабардинцы живут с тобой рядом, брат? Мухаммед Кармов. Наверное, здесь, в Германии, где я живу, я немного знаю адыгов, черкесов, кабардинцев, но уверен, есть здесь. Уверен, есть. Здравствуйте, Алтынай, здравствуйте. Валейк салам, валейк салам. Так. Израиль, мощь. Как ваши дела? Отлично, все отлично, Алтынай, все хорошо. Да, тупишь за религию, умирает. Да, мне очень интересно, когда кажется, что люди убивают людей во имя Бога. Бог дал жизнь, а они во имя Бога их убивают. Одно дело защищаться, другое дело убивать людей там, потому что тебе Бог велел. Как будто тебе Бог лично пришел, сказал, убей этого человека. Человек. И причем с таким остервенением они это делают, что ты смотришь, думаешь, елки-палки. Ужас. Вы изначально были за Израиль. Это вы меня спрашиваете, Дивия?